В эфире телеканала расширенный выпуск новостей «Итоги дня». В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных событиях. В Якутске завершили восстановление упавшей с опор теплотрассы. Причины технологического нарушения выясняются. Осталось 2,5 недели до конца срока уплаты имущественного налога. Какими способами можно оплатить и какие нововведения внесены в этом году? Акцию провели впервые, и она дала возможность стать дарителем всем, кто неравнодушен к родному краю. Ленский историко-краеведческий музей отпраздновал День дарителя. Лучшие из лучших в поселке Чульман Нерюнгринского района прошло первенство по боксу среди воспитанников детской и юношеской спортивной школы. В России увеличат пенсии ухаживающими за родственниками пенсионерам. Пенсионеры, которые ухаживают за родственниками с декабря текущего года, смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. Для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России. Важно, что прибавку могут назначить независимо от статуса трудоустроенности человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в их случае она не будет индексироваться с годами. Для этого пенсионер должен ухаживать за родственником с инвалидностью. В регионе продолжается активное исполнение указа главы республики о мерах поддержки членам семей военнослужащих. Меры поддержки также распространяются на такую категорию граждан, как студенты. Например, перевод на бюджетную основу за счет бюджета республики, а также установление повышенных стипендий для студентов, чьи родственники военнослужащие. Меры поддержки распространяются на студентов средних и высших учебных заведений. Считаем, что на уровне правительства нужно постоянно координировать эту работу и обеспечить взаимодействие с учебными заведениями, поскольку есть сложности, связанные со сверкой списка до сих пор. И здесь необходима объективная проверка списка и принятие соответствующих решений. Нужно отметить, что эти меры касаются не только вузов и СУЗов, которые расположены на территории республики, но и касаются вузов и СУЗов, которые расположены на территории других регионов Российской Федерации. То есть студенты, которые обучаются из республики в других вузах, могут также получить эти меры поддержки, то есть перевести с платного на бесплатную основу и получать дополнительную повышенную стипендию. В частности, в Северо-Восточном федеральном университете есть несколько различных мер поддержки. Так, на сегодняшний день заявление на получение социальной стипендии подало 37 учащихся, 7 из которых уже получили материальную помощь. Также студенты и родственники мобилизованных и обучающиеся на коммерческой основе имеют право перевестись на бюджетное место. Заявление оформляется на платформе госуслуги или через многофункциональные центры. Помимо этого, это меры со стороны государственного бюджета Республики Саха-Якутия. Со стороны университета мы выделяем по 11 тысяч студентов на 11 тысяч на основании заявлений студентов, чьи члены семьи были мобилизованы в рамках частичной мобилизации и специальной военной операции. В Якутске завершили восстановление упавшей с опор теплотрассы. Специалисты завершили срочные ремонтные работы по устранению дефектов на магистральной тепловой сети, которая обеспечивает тепловой энергией кварталы Хатынкюряха и Новопорт. Устранены 5 дефектов на трубопроводах, после чего специалисты сразу приступили к заполнению тепловой сети и развоздушиванию. Причины технологического нарушения выясняются, уточнили в Якутской ТЭЦ. Напомним, утром в районе Парка Победы произошло падение теплотрассы с опора, а также образование свища в 5 местах. В восстановление была задействована бригада из 20 человек и 5 единиц техники. Осталось 2,5 недели до конца срока уплаты имущественного налога. До 1 декабря необходимо внести платеж всем налогоплательщикам, у кого в праве собственности зарегистрированы объекты недвижимого имущества, земельные участки и транспортные средства. Какими способами и какие нововведения внесены в этом году, расскажет Светлана Амосова. Пришло время платить налоги за 2021 год. Федеральная налоговая служба по республике направила более 385 тысяч уведомлений жителям Якутии. Если вы еще не получили письмо, то можете обратиться в налоговый орган или в многофункциональный центр «Мои документы». Приходит личный кабинет, приложение налоги. Вот там и вижу.
на почту приходит. Я выплачиваю налоги всегда вовремя, до 1 декабря, чтобы не иметь никаких последствий. Чтобы не переплачивать, необходимо оплатить налог до 1 декабря. В случае просрочки со 2 декабря будет начисляться пени на неуплаченную сумму. Затем меры взыскания будут проводиться в судебном порядке. На сегодняшний день по Якутии 40% граждан уже оплатили имущественный налог. Самый удобный способ для уплаты налогов – это интернет-сервисы. Чтобы оплатить начисления, необходимо перейти на сайт Федеральной налоговой службы и зайти в личный кабинет. При этом можно идентифицироваться через пароль и логин госуслуг. Также можно скачать мобильное приложение «Налоги ФЛ». На главной странице сразу отображается сумма. Помимо этого есть возможность оплаты через банковские терминалы с помощью QR-кода или же через отделение почты. Отметим, что в этом году введены дополнительные льготы в части транспортного налога для ветеранов боевых действий и для малочисленных народов Севера в отношении одного вида транспорта. Также приняты меры по поддержке мобилизованных граждан. Срок уплаты продлевается до 28 числа 3-го месяца за окончанием периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Сумму, соответственно, нет необходимости уплачивать срок до 1 декабря. То есть после даты увольнения будет направлено новое налоговое уведомление, которое можно будет также уплатить равными частями в размере 1/6. 17 ноября во всех отделениях будет День открытых дверей. Жители республики смогут проконсультироваться, получить уведомление на налог, подключиться к личному кабинету и задать интересующие вопросы. В Якутске отделения будут работать с 9 до 8 вечера, в районах с 9 до 6. В обычные дни тоже можно получить консультацию, но в дни открытых дверей у нас будут отдельно открыты окна, чтобы они смогли, не стоя в очереди, получить консультацию. Задолженность по имущественным налогам физических лиц с 2020 года и ранее составляет более 490 миллионов рублей. Из них на транспортный налог приходится 58%, на земельный налог физлиц около 18%, а налог на имущество 23%. Светлана Амосова, Лесарь Мятников, Якутск. В ходе рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев встретился с директором Мирнинского регионального технического колледжа. Это республиканское учебное заведение стало лауреатом премии правительства Российской Федерации в области качества. Каждый год различные предприятия отмечаются за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Комиссия из 500 кандидатов выбирает всего лишь 12 лауреатов. И в этом списке избранных Мирнинский региональный технический колледж. Уникально то, что мы получили эту премию 2-й раз подряд. И являемся на сегодня, во-первых, единственными не только в республике, но и на Дальнем Востоке, которые получили эту премию. Это свидетельствует о том, что в республике вообще имеется очень высокий уровень профессионального образования. Потому что мы же не одни, мы же работаем вместе под руководством министерства, работаем в кооперации с другими учебными заведениями. Ленский историко-краеведческий музей отпраздновал День дарителя. Он прошел в рамках 45-летия музея, который состоится уже в начале декабря. Акция проводится впервые. Она дает возможность стать дарителем музея всем, кто неравнодушен к родному городу, поселку, селу, и позволяя внести свой вклад в дело сохранения истории Ленского района. Как прошло первое мероприятие, смотрите в нашем сюжете. Щедрыми дарителями музея являются несколько десятков человек. Они передали фонду музея печатные издания, фотографии, нумизматику, предметы прикладного искусства и быта, живопись, графику, технику, личные вещи родственников, выдающихся земляков и многое другое. Все эти дары и составляют сегодня основной фонд музея. На сегодня основной фонд музея – это почти 3000 экспонатов. И можно сказать, что почти, наверное, 95%, 90% точно, он сформирован благодаря населению нашего района. Это благодаря нашим дарителям. Главный хранитель фонда историко-краеведческого музея Ольга Бараян рассказала, что ее работа очень интересная, познавательная. Каждая вещь, попавшая сюда, со своей историей, которую хочется узнать поглубже. Когда ты еще можешь такое узнать? Это может быть происходить только где-то на учебе, в университете, да? А у меня такая работа, где я могу для себя что-то узнать интересное и потом в будущем рассказать это нашим посетителям. Вот.
В этот день на стендах музея было выставлено огромное количество экспонатов. Среди них и работы художника Владимира Балаева. Он тоже является постоянным дарителем и посетителем музея. В этот день мужчина пожелал рассказать не о своих дарах, а об экспонате, заинтересовавшем его еще до появления здесь. Этот экспонат Семен Петрович Черепанов привнес в коллекцию музея. Он тогда был директором второй школы, и он был одним из отцов-основателей музея. Каким-то образом колокол этот нашел, сохранился он в музее второй школы. Его потом, он при основании музея в 1976 году, он, его подарил в коллекцию музея. И таким образом колокол сохранился. И он, когда уже была церковь святителя Иннокентия достроена, этот колокол вернулся на звонницу. Но самый главный подарок для сотрудников музея – это, конечно же, интерес людей. Они надеются, что такие встречи дарителей станут традиционными, а даров будет еще больше. Светлана Балеева, Александр Личук, Ленск. Год назад в Алдане открылся клуб «Вдохновение», объединивший местных поэтов. С их творчеством поклонники могут ознакомиться и в сборниках, и в газете, который выпускает клуб. В перспективе «Вдохновение» может быть преобразовано в некоммерческое объединение, что даст дополнительные возможности для выхода произведений в свет. Наши коллеги поздравили творцов с годовщиной. В зале библиотеки имени Некрасова звучат строки стихов, в которых находят отражение самые актуальные темы, отзывающиеся болью в каждом из нас. Алданские поэты, объединившиеся в клубе «Вдохновение», не могут не откликнуться на события, происходящие за много тысяч километров. Из повестки военкома Жесиной взяла отчет. Нету где-то, есть сегодня. Родина тебя зовет. На борьбу не с Украиной, тут иная суть видна. Запад, Штаты наседают. С ними у тебя война. Поэтический клуб «Вдохновение» образовался год назад. Под его сенью объединились творцы, ищущие ответы на самые разные вопросы через поэтическое слово. Встречаясь, поэты делятся идеями, обсуждают планы на будущее и, конечно, представляют товарищам последние произведения. Вроде бы такой небольшой срок, но за этот год было сделано очень-очень много. И хочется сегодня пожелать им всем дальнейшего роста, дальнейшего процветания. И, конечно же, хочется, чтобы о наших алданских поэтах знали не только в Алдане, а и в республике, и по всей России, потому что это действительно очень талантливые люди. Ольга Яковлева – учитель математики одной из школ города. Стихи пишет давно, однако поэтом себя не называет. Просто реальность видится ей сквозь призму литературного слова. Родина и героизм русского солдата для Ольги Федоровны остаются наиболее животрепещущими. А общение с товарищами в поэтическом клубе дает возможность обмена живой энергией. Потому что я прихожу в этот клуб просто, знаете, набраться сил. Вот у меня сегодня было 7 уроков. Я прихожу, я молчу, я смотрю, я слушаю людей. И я удивляюсь, насколько они талантливы. Валентина Волкова взялась за перо более 10 лет назад. Пронизанные чувствами и эмоциями строки Валентина Гавриловна складывает на русском и эвенкийском языках. В сохранении языка северного народа поэтесса видит собственную миссию. Так песня «День Победы» вошла в книгу, изданную Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера. «Эр терганива, порохит молчавы, эр праздниква, багдергача нюрктачива. Эр урунва, эсел и нямуктачилва, давдынва тергани, давдынва тергани, давдынва тергани». Тематика творчества членов «Вдохновения» многогранна. Их сердца откликаются на самые разные мотивы и события. При поддержке библиотеки клуб выпускает газету, благодаря которой поклонники могут ознакомиться с последними произведениями поэтов Алдана. Родник выходит в электронном виде раз в месяц. Решили предложить нашим участникам создать все-таки на базе библиотеки, на базе вот этого литературного клуба «Вдохновения» некоммерческую организацию, чтобы уже придать более серьезный, и значимый вес, этому объединению, который даст возможность нашему клубу в дальнейшем участвовать в различных грантовых конкурсах. Объединенные вдохновением поэты и писатели – люди активные. Новый формат даст творцам дополнительные возможности для роста и развития. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан.
В Якутии в 21 раз вручили именную стипендию первого президента республики Михаила Николаева. Торжественное вручение состоялось в прямом эфире. О том, кто в этом году был удостоен стипендии, расскажем в следующем сюжете. С 2002 года в республике учреждена именная стипендия первого президента Якутии Михаила Николаева «Знанием победишь». За более чем 2 десятка лет ее получили десятки педагогов и учеников, для которых стипендия стала стимулом профессионального роста и тяги к знаниям. Проект реализуется при поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Саха-Якутия и компании «Алроса». Эта стипендия имеет с 2018 года международный статус, но по пожеланию Михаила Ефимовича в этом году стипендия вручена именно учителям и учащимся нашей республики. И, конечно, в первую очередь хотелось бы поздравить наших стипендиатов, пожелать им успехов в работе, в учебе. Дюалан Ноев в этом учебном году оканчивает среднюю школу. С 5 класса он работал над проектом контроллера для газовых котлов в условиях Севера. За этот научный труд в 2022 году ему присуждена стипендия «Знанием победишь». С этим докладом мы выступали на очень многих конференциях, всероссийских, международных. И с помощью моих научных руководителей я попал сюда и получил премию Михаила Ефимовича Николаева. Я им очень благодарен. И эта премия Михаила Ефимовича Николаева поможет мне реализовать мой проект. Алена Сыромятникова работает учителем в Крест-Хаджайской средней школе и с 2008 года вместе со своими учениками отправляется в научные экспедиции изучать флору и фауну родного края. За свой энтузиазм и огромный плодотворный труд Алена Николаевна в этом году удостоилась именной стипендии первого президента Якутии. Для меня эта стипендия – большая мотивация для дальнейшего развития в профессиональном уровне. Да? И хочу поблагодарить Михаила Ефимовича с этой наградой. Мы знаем, как лидера нашего, да, и он повлиял для развития нашей Якутии большую роль. Также в этом году обладателями стипендий стали скрипачка Айсалу Туркибаева, ученица 8 класса Высшей школы музыки, и Николай Едукин, концертмейстер молодежной оперной программы Большого театра России, выпускник Высшей школы музыки Якутии. Безусловно, каждый обладатель стипендии – это выдающаяся личность, люди, которые учатся и учат других на благо всей Якутии. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Якутске состоялся предпоказ нового фильма якутского режиссера Степана Бурнашова «Наша зима». Это драматическая история семейных отношений, которые подошли к концу. После 10 лет брака супруги решили развестись. И основные события фильма разворачиваются именно после принятия этого решения. Съемки фильма проходили в Якутске прошлой зимой. Роли сыграли артисты Саха-театра и театра юного зрителя. В прокат фильм выйдет 24 ноября. Кроме показа в Якутии, планируется и показ в других городах страны. Наш фильм с 16 ноября мы организовываем спецпоказы в Москве, Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Новосибирске. И в прокат по всей России выходим с 24 ноября. Так мы специально для российского проката сделали профессиональный дубляж. Ну и помимо всей России и в городе Якутске будут в некоторых кинотеатрах показы в дубляже на русском языке. В республике гражданам, имеющим карту жителя Якутии, за прохождение диспансеризации и профилактических осмотров будут установлены скидки в бассейны. Оплачивать на 25% меньше можно будет с 20 числа следующего месяца после прохождения диспансеризации. Скидки будут действовать в течение 1 года с момента ее прохождения. Напомним, диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования для выявления хронических неинфекционных заболеваний, а также риска их развития. Скидку в размере 25% в плавательных бассейнах Чолбон и Самородок. Пока только эти 2 спортивных учреждения, но в ближайших планах расширения спектра спортивных и культурных учреждений, в которых можно получить скидку. Данная скидка предоставляется для всех держателей карты жителей Якутии и для всех, как я уже сказала, тех, кто прошел диспансеризацию или медицинский осмотр.
Лучшие из лучших в поселке Чульман Нерюнгринского района прошло первенство по боксу среди воспитанников детской юношеской спортивной школы. Иван Лазаренко следил за баталиями на ринге. Более 300 юных боксеров Нерюнгринского района сошлись на ринге на первенстве детской юношеской спортивной школы «Лидер». Лучших выявляли в нескольких весовых категориях, от самых маленьких в весе до 26 килограммов до старших в весе до 71 килограмма. Впервые первенство прошло на призы главы городского поселения поселка Чульман. Сегодня, конечно, регулярно будет, может, от этого не отступимся. Вот сегодня мы впервые выросли, можно сказать, в хорошем понимании этого слова, проводим соревнования на призы главы поселка Чульман. Это впервые такое, впервые. Сегодня у нас участвуют на сегодняшних соревнованиях, 3 дня они продлятся, 6 команд. Спорт будет развиваться, внимание будем уделять. И я думаю, они в дальнейшем тоже будут эти соревнования проходить регулярно. Первые победы, первые неудачи. Через это многие юные спортсмены прошли во время прошедшего первенства. Но несмотря на горечь поражений, самые юные боксеры полны решимости тренироваться дальше. Ну а победители намерены держать высокую планку. Ощущение чуть-чуть больновато, но терпимо. Как давно ты занимаешься боксом? Уже в 3-й год пошел. У меня друг лучший ходит тоже на бокс. С ним тоже боремся. Отрадно, что в первенстве приняли участие спортсмены всех залов бокса района. А интерес к этому виду спорта продолжает расти. И все больше юных нерюнгринцев разного возраста в свободное от учебы время стремятся на тренировки, оттачивать свое мастерство. Бокс развит в Нерюнгринском районе на первом месте. У нас во всех поселениях, Беркаки, Тербор, Чульман, Енгра, везде свои залы есть. И поэтому большая конкуренция, и мальчишки хотят выступать. Победители первенства были отмечены специальными призами, а по словам организаторов, подобные состязания станут регулярными, ведь бокс объединяет все больше мальчишек, мечтающих вырасти настоящими мужчинами с крепким характером и стальными нервами. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Далее смотрите рубрику «Между тем». Ну а я с вами прощаюсь. В студии работала Валерия Наумова. Всего доброго и до встречи в эфире. Это программа «Между тем». Меня зовут Александр Хавренко. Здравствуйте. Цены на АЗС не радуют автолюбителей. Бензин и дизельное топливо – одни из самых быстро дорожающих продуктов на рынке. Между тем, есть способ значительно сэкономить на топливе. В Якутии продолжаются работы по популяризации перевода автомобилей на природный газ. Первое. В республике увеличивается количество аккредитованных сервисных центров, которые устанавливают на автомобиле газобаллонное оборудование. И второе, самое главное. Расходы на переоборудование автомобилей для якутян составляют всего лишь 10% от общей стоимости. Остальное берет на себя государство. Если в среднем оборудование и его установка стоят по России в пределах 100 тысяч рублей, то якутяне могут заплатить всего лишь 10 и в дальнейшем значительно экономить на топливе. Газовых заправок, которые предлагают автовладельцам метан, и в республике, и в России достаточно. 2 года назад, чтобы убедиться в доступности заправок и экономии при переводе автомобилей на метан, был устроен автопробег. Новые и поддержанные автомобили на газомоторном топливе выехали из Санкт-Петербурга с конечной точкой в городе Мирный. На пути всего маршрута в каждом крупном и во многих небольших городах имеются метановые заправки. Доехать от заправки в Череповце до заправки в Нижнем Новгороде не составляет сложности. При этом не стоит забывать и об экологичности газомоторного топлива. Выбросы в атмосферу гораздо меньше, и они гораздо безопаснее для окружающей среды. Также очень важно еще раз подчеркнуть экономию. По ценам 2020 года за весь пробег, а это почти 8,5 тысяч километров, легковой автомобиль только на топливе экономил порядка 15 тысяч рублей. Кстати, и после установки газовых баллонов автолюбители экономят не только на топливе, но и на уплате транспортного налога. Те, кто ездит на газу, платят лишь 50% от суммы налога. В Якутии уже принята программа по расширению сетей газомоторных заправок. Власти региона планируют до конца 2030 года увеличить количество заправок до 40. Всего доброго.